В Республиканской клинической больнице выступили артисты кукольного театра «Шаби». Познавательный спектакль «Храбрый ягненок» был приурочен ко Дню молодежи. Детям представление пришлось по душе, организовать праздник помогли сотрудники Центра социальной поддержки молодежи. Спектакль привезли очень легкий, такой, можно сказать, воздушный, добрый спектакль, интересный. Они как с удовольствием смотрели, с радостью. Круглый стол с говорящим названием «Молодежь Осетии. Вчера, сегодня, завтра» прошел во Владикавказе. Его участниками стали представители общественных молодежных объединений, органов государственной власти, СМИ и уполномоченные в вопросах молодежной политики. По предложению председателя правительства республики Сергея Токоева обсуждение началось без чтения докладов в форме живого диалога. Формат круглого стола дал возможность присутствующим не только проанализировать положение и определить перспективы развития массового молодежного движения, но и предложить свои идеи по совершенствованию механизма молодежной политики Северной Осетии. Один из самых перспективных молодых пианистов России, Даниил Харитонов, выступил на сцене Остинского театра оперы и балета. Несмотря на свой юный возраст, он уже является неоднократным лауреатом различных международных музыкальных конкурсов. Необычайный талант сделал его одним из самых востребованных пианистов страны. Отметим, что в нашем городе Харитонов впервые. На наших фестивалях я стараюсь приглашать для выступлений именно таких вот молодых артистов, в том числе и пианистов, которых уже очень хорошо знают в стране, которые очень востребованы и за рубежом тоже, о которых пишут, о которых говорят. И вот Даниил Харитонов один из таких. Проведение экологической акции «Чистые истоки» стало в Осетии доброй традицией. Молодые активисты, участники форумов Машук и Селигер вновь провели уборку на территории Сапитской будки. Организатором выступило Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта республики. Это ежегодная экологическая акция, которая называется «Чистые истоки». Мы ее проводим каждый год на День молодежи.